На сегодняшний день на руках у граждан республики имеется свыше 160 тысяч единиц гражданского огнестрельного оружия. По итогам 2018 года сотрудниками Росгвардии и органов внутренних дел выявлено свыше 4400 административных правонарушений в сфере оборота оружия. Из них 98% – это нарушение правил хранения оружия и нарушение сроков регистрации, а также продление разрешения. Чаще всего граждане допускают, например, нарушение правил хранения. Оружие хранится не в положенных местах. Оружие должно храниться в сейфах или металлических ящиках, которые должны запираться на замок. А они хранят, например, вне сейфа, там, в шкафу, там, под кроватью, там, в гаражах и так далее, и так далее. А что касается нарушения сроков регистрации, то это получается, граждане своевременно не обращаются за продлением своего действующего разрешения. Минимум за месяц они обязаны собрать все необходимые документы и подать в местный орган Росгвардии. Наши инспектора дислоцированы на территории каждого района, а в мероприятиях по контролю за оборотом оружия, особенно если это касается отдаленных населенных пунктов, нам активную помощь, большую помощь оказывают сотрудники органов внутренних дел, но в первую очередь службы участково-полномоченной полиции. Владельцы оружия должны помнить об ответственности. За нарушение правил оборота оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Нарушение, например, правил хранения и ношения влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 2000 рублей, либо лишение права на приобретение, ношение оружия на срок от полугода, 6 месяцев до 1 года. А нарушение правил регистрации, перерегистрации или сроков продления разрешения влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 1000 рублей до 3000 рублей. Если владелец нарезного оружия передает его второму лицу, такое действие влечет за собой привлечение данного гражданина, а также второго лица к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Последствия действительно могут быть серьезными, когда, как правило, и требования к владельцам оружия, и к будущим владельцам достаточно простые. Оружие должно храниться в сейфах или металлических ящиках, которые запираются. Ключи никому не должны передаваться. А оружие, само собой, естественно, тоже категорически запрещается передавать любому лицу постороннему. Оружие ни в коем случае, независимо заряжено, не заряжено, наставлять на людей, направлять и так далее. Там, оружие перевозить только в чехле, например, если они едут к месту охотугодия. Только прибывая к месту охоты, перед охотой, они должны расчехлить, вытащить оружие и, соответственно, подготовиться к охоте. Помните не только права, но и свои обязанности. Строго придерживайтесь правил хранения оружия и сохраняйте его в полной недосягаемости для посторонних лиц.